Написанный бывшим офицером полиции Тони Шумахером, его первый оригинальный сериал для телевидения «Ночные вызовы» представляет собой зеркало эмоциональных крайностей жизни из британской полиции. Иногда он мрачный, смешной, эдакая черная комедия, а иногда болезненная, трагичная и сложная драма. Сериал «Ночные вызовы» рассказывает о Крисе Карсоне в исполнении Мартина Фримена, переживающем кризис морально ущемленного сотрудника службы срочного реагирования, который проводит серию ночных дежурств в городе Ливерпуль. Пытаясь удержаться на плаву как в личном, так и в профессиональном плане, Крис вынужден взять в команду напарницу новичка. Вскоре оба обнаруживают, что выжить в этом ночном мире с таким высоким давлением и безжалостным режимом зависит от того, будут ли они помогать друг другу или друг друга уничтожать. Кто такой респондер? Респондер — это ответчик, это полицейский, который буквально реагирует на поступающие экстренные вызовы. В случае Криса он работает по ночам, и в течение ночной смены его могут вызвать в самые разные ситуации, будь то сообщение о смерти пожилой женщины, поджоге или краже со взломом. Это может быть буквально все. Что вас привлекло в персонаже Криса Карсона? Причина, по которой я хотел сыграть Криса, заключается в том, что он представляет собой великолепную смесь в одно время уязвимости и силы. Я думаю, что в немногословных людях есть что-то привлекательное, есть причина, по которой людям нравятся персонажи, которым не нужно слишком много объяснять, болтать или что-то говорить, и я думаю, что Крис один из них. Он очень умен, эмоционален, но он сталь. Ему трудно быть открытым дома и со своим психологом, а на работе, вероятно, разумнее всего не быть открытым, поэтому он выбирает моменты, когда может выпустить пар и поговорить с людьми. Но таких моментов очень мало, и количество тарелок, которыми он жонглирует, пугает настолько, что если он уронит хотя бы одну из них, то может погибнуть. Какова была ваша реакция, когда вы прочитали сценарий Тони Шумахера? Когда создатели сериала впервые прислали мне сценарий, я был очень взволнован, и после прочтения первых нескольких страниц я почувствовал, что это действительно нечто иное. Это была не драма, написанная комитетом, профильтрованная, это было от человека, которому нравилось выкладывать на страницу все, что он хотел. Тони пишет уже давно, но тот факт, что это его первая телевизионная драма, означает, что он еще не вошел в удобную колею или не нашел нужную формулу. Он просто поместил на страницу все, что считал нужным, и это действительно интересно. О чем повествуют «Ночные вызовы»? Действие сериала происходит в течение 5 ночей по одной ночи на эпизод. В каждом эпизоде много всего, и в каждой ночи много всего для драматического эффекта. На самом деле, многое происходит в течение 12-часовой ночной смены, и Крис, будучи одиночкой, не хочет работать с напарником, но поневоле оказывается с ним. Вам понравилось играть Криса с акцентом? Я никогда раньше не играл персонажей с шотландским акцентом, и я очень внимательно следил за этим, когда читал сценарий. Для меня это был чистый ливерпульский говор, и я знал, что Тони родом из Ливерпуля. Он всегда говорил мне, что персонаж не обязан говорить с акцентом. Не все полицейские из Ливерпуля родом из Ливерпуля. Но я действительно чувствовал, что Крис должен был быть из этого города. Я также знал, что если я не могу сделать это правильно, то я не буду делать акцент, а просто сделаю свою собственную версию голоса. Мне было очень приятно, когда я услышал, что некоторые актеры-новички спрашивали, не из Мерсисайда ли я, как будто я прошел какой-то тест. Я очень усердно работал над этим, потому что я ни за что не был готов к тому, чтобы выступить по телевидению с ужасным акцентом в Ливерпуле с кучей ливерпульских актеров. Просто ни за что. С чем сталкивается герой, когда мы его встречаем? Крис впутывается в деятельность, в которую не должен был быть вовлечен, и его напарником стал новый офицер-стажер полиции, которому он не нравится и который подозревает его в продажности. У него очень мало времени на стажера, который судит его по тому, чем он занимался последние 20 лет, так что происходит много всего. К тому же его брак разваливается, он хочет быть хорошим отцом, и мне нравится его динамика в семье. Он такой любящий человек, но похоже у него ничего не получается. Я не играл много крутых персонажей, не то чтобы Крис был крутым, но я не часто играю персонажей без проблем, да. Мне никогда не удавалось сыграть парня, выходящего из яхты с мохито в руке. Было бы неплохо носить белье и солнцезащитные очки, но нет, я всегда попадаю в ситуации, когда пытаюсь остаться в живых. Какие отношения у Криса с его напарницей по полиции Рэйчел? Ни один из них не хочет быть напарником друг друга, потому что Крис знает, что Рэйчел его не уважает. Она чувствует от него дурное веяние, и он считает, что это скорее всего связано с тем, что у него немного нечистоплотное прошлое на работе, и она это знает. На протяжении большей части сериала между ними существует едва скрываемая антипатия, однако по мере развития событий
Рэйчел начинает узнавать все больше и больше о Крисе и обнаруживает, что он, возможно, не так уж плох, как его представляют. В какой мир попадает Крис? Крис знает свой город и знаком с его ритмом, поэтому он познакомился со многими персонажами, на которых он полагается в получении местной информации. Его знакомые Кейси и Марко просто пытаются пробиться любыми способами. Они не жестокие и не ужасные люди, они просто погрязли в наркомании, воровстве и прочих пороках. Крис очень мягкосердечен и хочет, чтобы у них все было хорошо. Он хочет взять их под свое крыло, таких людей, как Кейси, беспризорника с героиновой зависимостью. Если он сможет ей помочь, то сделает это. Но при этом он может быть и жестоким. Такие люди, как Крис, попадают в ситуации, которые не сулят ничего хорошего, и это напряжение должно как-то нарастать. В сериале много проблем психического здоровья, бездомных, наркомании, насилия и много юмора. Что мы получаем от Криса во время сеансов терапии? Я всегда считал, что без уязвимости ты бесполезен. Ты бесполезен как актер, а драма без уязвимых персонажей очень скучна. Потому что это просто куча картонных вырезок людей, ведущих себя героически. Есть версии, что полицейские герои, но работа отнимает много сил у людей. Крис один из них, и именно за его историей мы следим. Он не может наладить отношения со своей женой, хотя мы видим, как он пытается это делать. Поэтому сеансы консультирования являются для него единственным способом отпустить ситуацию. Мы чувствуем, что он очень хочет, чтобы терапия сработала, но она ограничена, а он получит только определенное количество сеансов. И сам терапевт полностью перегружен работой. Несмотря на то, что все стараются сделать все возможное, этого никогда не бывает достаточно. Крис жесткий человек, и он может справиться с собой. У нас есть маленькие проблески радости в его жизни, и мы знаем, что он ценит свою жену и ребенка выше себя. Он просто не знает, как это выразить. Опишите отношения Криса и Карла. Крис и Карл знают друг друга со школьных лет, они выросли в одном районе и жили одинаковой жизнью. Как часто случается в жизни со школьными друзьями, они идут разными путями, и их жизни разводят в разные стороны. Крис мог бы легко пойти тем же путем, что и Карл, но он просто не пошел. Что-то направило его по прямому пути в жизни. Карл местный наркоторговец средней руки, у которого все в порядке с головой. Как говорит сам Карл, он не Пабло Эскобар, и есть люди более влиятельные, чем он, но он стал большой проблемой для Криса, что мы видим с первой же серии, когда Крис не отвечает на его звонки. Это все ангелы с грязными лицами, один брат становится гангстером, другой священником. Они по-прежнему любят друг друга, но оказываются по обе стороны этой пропасти. У Криса и Кейси уникальные отношения. Каково было играть с новичком, которого играет Кейси? Я видел запись прослушивания Эмили, и ее сильной стороны было то, что мы не знали, что она будет делать дальше. Это было по-настоящему захватывающе. Ее действия и реакции были совершенно неожиданными, и мне очень хотелось сыграть с этим. Эмили привнесла настоящую легкость и свежесть в роль Кейси, которую можно было бы сыграть в обычном депрессивном, тяжелом и серьезном ключе, что не обязательно является неправильным способом играть ее. Но инстинкты Эмили были другими. Она играет Кейси очень живой, смешной, непочтительной и удивительной, и в этом ее мастерство как актера — быть удивительной. Я почти никогда не даю советов, но я сказал ей, чтобы она держалась за это удивление и этот инстинкт удивлять, потому что это правильный инстинкт, и не у всех он есть. Возвращается ли к вам это чувство чуда в кавычках, когда вы читаете подобный сценарий? Мне повезло в том плане, что я все еще играю прекрасные роли и могу выбирать, когда работать, а когда нет. Так что да, я испытываю чувство восторга, когда читаю такой замечательный сценарий, как «Ночные вызовы». Я еще не читал ничего подобного, и мне нравится быть в восторге от сценариев, потому что каждый раз, когда вы получаете сценарий, вы хотите, чтобы это был крестный отец. Ты хочешь, чтобы он был потрясающим, и живешь в вечной надежде. А когда твои способности совпадают со способностями других людей, когда кто-то верит в тебя, это очень приятно. Актеры часто говорят, что им нужно найти в персонаже что-то симпатичное, чтобы сыграть его. Согласны ли вы с этим? Большинство главных героев вызывают желание следить за их историей и оставаться с ними на протяжении всего фильма или сериала. Так что в какой-то мере они должны вам нравиться, или вы должны найти в них что-то, по крайней мере, интересное, чтобы сыграть. Я думаю, что Крис мне нравится, и я должен болеть за него как за главного героя, следовать за ним в бой в течение следующих 5 серий, поэтому я очень рад, что меня выбрали
на его роль. Каково было работать с главным режиссером сериала? Тимми Ланс, поэт с душой художника, и он действительно вкладывал душу в каждый кадр. В некотором смысле он похож на большого ребенка с бородой. И я имею в виду это в хорошем смысле. У него большой энтузиазм к работе, который мы все испытываем в детстве. Он очень умный, в кавычках, большой ребенок и не против быть уязвимым, что мне очень нравится. У него нет эго, и он прекрасный человек. Мне очень понравилось работать с ним, и я думаю, что мы очень уважали друг друга во время съемок. Мы также много смеялись, что очень важно при съемках чего-то безумно серьезного. Что уникального в этом сериале? Я думаю, это драма, которая не дает ответов, но заставляет зрителя задавать много вопросов. В ней нет ничего аккуратного, она хаотична и тревожна, и в ней есть скрытая подлинность. Мы все хотели сделать нечто иное, захватывающее и неформальное. Это было все интервью с Мартином Фрименом касательно нового сериала от BBC «Ночные вызовы». Также, если вам нравится этот актер и драматические сериалы, триллеры или детективы, с его участием есть парочка в загашнике, такие как «Фарго», первый сезон, это отличный сериал, «Шерлок Холмс», где Мартин Фримен играет доктора Ватсона, и сериал «Стартап». Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с этого канала. Делитесь в комментариях мнением о сериале «Ночные вызовы». А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.